А тем временем жители дома номер 9 по улице Совхозной, что в Ухтинском микрорайоне Югора, столкнулись с бытовыми трудностями. В доме нет санузлов, а уличная уборная с конца декабря в нерабочем состоянии. При этом, как выясняется, городские власти предлагают жильцам переехать в маневренный фонд. Да только те не спешат. Разбиралась в ситуации Виктория Науменко. Дом номер 9 по улице Совхозной в микрорайоне Югор находится в отдалении от жилого массива и даже отмечен не на всех картах. Он тут особенный, говорят местные, единственный с туалетом на улице. Из удобств здесь вообще только отопление и электричество, водопровода тоже нет. Плакать хочется от того, что уже надоело здесь жить, сил нету. Это вода, это дети. Уже хочется, правда, пожить в благоустроенной квартире хотя бы, не знаю. Тяжело. У меня ребенок вообще даже стесняется сюда кого-то позвать. Мама говорит, не говори, где я живу. Потому что ей стыдно. И она уже тоже плачет. У меня взрослый еще ребенок, вот маленький еще. С осени прошлого года ко всем уже существующим прибавилась еще одна серьезная проблема – засорился туалет. По договору управляющая компания «Ухта-сервис» чистит его дважды в год. В октябре минувшего года эта процедура, по словам жителей дома, была проведена некачественно. Мы им, Ухта-сервису, сообщили, что очистка была произведена не полностью. Они как типа сказали, хорошо, будем там что-то решать. Пожалуйста, на сегодняшний день проблема та же. Они к нам не приезжают. На телефоны наши в последнее время вообще не реагируют. Отчаявшиеся жители написали коллективное письмо в Общественную палату Республики Коми. Только тогда, по их словам, управляющая компания стала предпринимать какие-то действия. Они вот когда недавно, или как, недели 3, приехали, почистили этот заезд, чтобы машину с водоканала пригнать и сделать. Водоканал приехал, постоял, посмотрел, сказал, тут вообще им делать нечего. Нужно выбирать эти кольца, все вычищать, все потом куда-то в яму, это все закапывать. Вот все опять на этом дело встало. Как поясняют в управляющей компании, большую часть необходимой работы они провели. Туалет отсыпали солью, отогрели, пролили кипятком и произвели частичную откачку отходов. Примерно через месяц, когда потеплеет, проведут полную. И вообще управдом во всем винит самих жителей. Проблема в том, что жильцы хотят очень переселиться. Они делают все для того, чтобы это сделать. То есть, ну, конкретно, они сейчас открыли форчику. У нас дня через 2-3 произойдет здесь порыв системы отопления. В прошлом году мы производили 3 откачки. 1 в апреле, 2 в июле, 3 в 25 октября. Мы специально поднимали документы. Они после 25 октября специально туда залили воды для того, чтобы... Ну, они сразу заявили, что туалета не хватает и так далее. Самый главный вопрос то, что жильцами пытались согласовать увеличение квартплаты, что давайте расширим, нам несложно загнать туда экскаватор, потому что возможность есть, ну, раскопать побольше яму. Они не хотят, они хотят, чтобы их расселили. Как говорят сами жильцы, и это подтверждает ухтинская администрация, дом в ноябре 2020-го уже признан аварийным и подлежит расселению. Однако, когда именно, неизвестно. Пока в Ухте расселяют жильцов домов, признанных ветхими еще до 2017 года. Единственный вариант, который власти могут предложить жильцам – переселиться в маневренный фонд. Гражданам данного дома были направлены уведомления о возможности предоставления маневренного фонда, но, однако, ни один из жильцов данного дома в наш адрес за предоставлением маневренного фонда не обращался. В чем бы ни была причина коммунальных бед дома номер 9, в ветхости коммуникации или в действиях жильцов, на скорейшее расселение дома рассчитывать, увы, пока невозможно. Выходом для конкретных семей может стать переселение в маневренный фонд. Проживание в нем никак не сдвинет срок переселения в новое жилье, заверяют в администрации. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.